музыка вообще это такая область, где автор показывает какие-то нюансы, очень тонкие нюансы вот в своей душе, в своем настроении. Я человек, который очень любит масштаб. Почему в моем творчестве очень много крупных форм симфонической музыки? Это моя вообще стезя. В последнее время меньше стало концертов, меньше стало исполнений. Ведь исполнять крупное произведение – это чрезвычайно сложно. Поэтому я перешла на область камерной музыки. Для каждого музыканта быть первым исполнителем – это большая честь. Когда Мирзия Ханым нам предложила исполнить ее сонату «Рапсодию», мы с Изетом с удовольствием согласились. Но вместе с этой честью на нас также легла большая ответственность, так как в будущем все исполнители, которые будут ее играть, будут обращаться к первоисточнику. Мы, как классические музыканты, немножко находились всегда в строгих рамках, а здесь у нас уже появился немножко, была возможность пошалить, скажем так. Этот композитор нам дает такую возможность. Была поставлена огромная задача, большая цель — не сыграть классическое произведение, а сыграть премьеру, даже премьеру сонаты «Рапсодия». Тут уже другой уровень, другие штрихи, другие интерпретации. Композитор Мирзия Халитова, которая написала эту сонату, мне посчастливилась такая честь сыграть эту сонату. Я сделала традиционную, прям трехчастную форму, в которой во второй и третьей частях я использовала народный материал. Во второй части Таң Йылдызы я использовала тему, а в третьей уже Халабалых. Она, когда я говорю, конфликт, то есть разные образы и разные темпы должны быть. Первая – это быстрая часть, вторая – медленная и третья – быстрая. Мы занимались полгода над этой сонатой. Но идея сыграть ее студентам, наверное, все-таки это было наше обоюдное решение с композитором. Почему? Потому что мы знаем Изета как харизматичного исполнителя. У него исполнение очень эмоциональное, а в этой музыке нужны эмоции. Эльвира Каишева, она с этого года работает у нас в университете. Она концертмейстер в моем классе и плюс работает преподавателем по классу фортепиано. И я думаю, что это лучший выбор, что мог получиться для сонаты «Рапсодии». Я привыкла, что мои произведения звучат в больших концертных залах, на каких-то фестивалях. А как оно будет в рамках нашего университета? Но причем первый раз. Это вообще было сложно, очень. Поэтому мы точно попали. Спасибо, хочу сказать педагогу, что она правильно направила на исполнительский состав. Как бы ни было сложно, они справились, ребята, молодцы.
проблема, скажем, такая нашей культуры в том, что очень мало исполняется современной классической крымско-татарской музыки. Даже если она есть, хоть ее не в таком большом количестве, она редко исполняема. И хотелось бы, чтобы мы, как молодые исполнители, несли это все в массу. Соната «Рапсодия» Мирзе Халитовой, по моему мнению, это очень значимое явление в современной камерной музыке. Произведение удачно балансирует как классическое начало, так и новаторство и традиции крымских татар, традиционная крымско-татарская музыка. Это мой музыкальный язык, это мой внутренний мир, это мой образ, вот как я вижу. Яркость должна быть обязательно у меня в произведениях, контрасты должны быть. Вот то, что присуще для моего творчества.